Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в дополнительные 4,5 триллиона рублей до 2024 года, поручив Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля. На меры по поддержке семей с детьми уже в 2020 году понадобится 450 миллиардов рублей. Данные расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами резервного фонда правительства. 2 триллиона в бюджете есть, столько же не хватает. В Министерстве финансов сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. Вероятным источником средств для исполнения поручений называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 триллиона рублей, а к концу 2022 могут превысить 4,5 триллиона рублей. Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития электронной промышленности России до 2030 года. Согласно планов, объем экспорта должен вырасти до 12,2 миллиарда долларов. При этом доля гражданской электронной продукции по выручке должна составить не менее 88% от общего объема производства промышленной продукции. В стратегии определены 9 ключевых направлений: научно-техническое развитие, средства производства, отраслевые стандарты, кадры, управление, кооперация, отраслевая информационная среда, рынки и продукция и экономическая эффективность. Реализация этого плана будет проходить в 3 этапа. Сначала планируется нарастить долю российской электроники на внутреннем рынке. После этого ее будут продвигать на существующих и выходить на новые международные рынки. Затем планируется обеспечить устойчивый рост отрасли и укрепить ее лидирующие позиции. Минэкономразвития предложила силовым структурам отменить уголовную ответственность за 8 категорий правонарушений, закрепленных в Уголовном кодексе. В частности, за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей, за ведение бизнеса без лицензии или регистрации и за фиктивное банкротство. Также в списке Минэкономразвития такое правонарушение, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, до 1 миллиона рублей. Кроме того, ведомство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, вывести из-под действия Уголовного кодекса плагиат, применение чужого товарного знака и принуждение к соавторству. Эти инициативы поступили в Минэкономразвитие в результате работы тематического экспертного совета. Подчеркивается, что декриминализация статей Уголовного кодекса только одно из направлений по защите прав предпринимателей и первые шаги по снижению давления на бизнес. Еще одним шагом поддержки бизнеса стало предложение, озвученное в Госдуме, расширить условия кредитования малого и среднего предпринимательства. Участниками системы должны стать Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства и региональные фонды содействия кредитованию. По мнению авторов законопроекта, принятие документа обеспечит ежегодный рост поддержки малого и среднего бизнеса не менее чем на 3%, а к 2024 году предполагается до 6 тысяч получателей. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. В зависимости от эффективности работы того или иного фонда будет увеличиваться и финансовая поддержка. Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре. Такое требование к рациону простых граждан озвучил президент Владимир Путин. По словам главы государства, в потребительской корзине сейчас не хватает мяса, рыбы и овощей. Цитирую: «Не помню, в каком процентном соотношении картофель, жиры и прочее. Хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато. И рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места». По закону состав потребительской корзины должен пересматриваться раз в 5 лет, и этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. Помимо продуктов питания в нее входят одежда, канцтовары и другие необходимые товары и услуги. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.